Дорогие друзья, здравствуйте, эфир, привет. Черт, я ничего не вижу без очков. Ладно, ну что, поговорим. Значит, Валера Хамадаев, здорово, давно тебя не было. Так, почему-то я себя не слышу на микрофоне. Наверное, потому что микрофон далеко стоит, вот так гораздо лучше. Э, Не знаю, что-то у нас тут случилось с микрофонами, может быть, они просто старые или там каким-то образом там, значит, э, произошла потеря звука. Так, все нормально? Ну, так. И... Ага. Вот. А, вот, понятно. Тут, короче, надо было кое-что настроить. Ну и теперь звук нормальный у меня в ушах. Чувствительность очень. Да, тут немножко технические проблемы. Ну и вот, что там, какие я темы-то запланировал на этот эфир, елки-палки, я забыл даже. А, Вот старость не радость, короче, вот уже этот, как его, начинает хватать. А, так, не то. Так, ладно, черт с ним. Ну, поговорим, в общем, о ситуации, которая вот сейчас было заседание ООН расширенное, вот эта Генеральная Ассамблея, где польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, он сидел вместе с новоизбранным президентом Польши Навроцким, но они там довольно мило общались, и там, значит, по этому поводу некоторые вот эти польские СМИ, ну, вроде как, что это, типа, мол, одна шайка лейка, и они как бы там во взглядах, так скажем, политических расходятся, ну, вот, ну, выступают, тем не менее, вместе. И там, конечно, такая, ну, знаете, смешные критики такие, вот я наткнулся, значит, на какую-то там блогершу, что вот Навроцкий там заживал снюс, это вот, как это он Польшу там репрезентует, типа представляет, что он там на таких мероприятиях публично снюс жует там и так далее. Ну, еще лет 40 назад, вообще, в принципе, или 50 лет назад на заседаниях ООН вообще-то курили. Там, по-моему, даже Фидель Кастро выступал с сигарой в зубах. Так что ничего удивительного в этом нет. Но видите, вот надо что-то зацепиться, надо вот это вот левачество, вот эта левацкая тема, надо зацепиться. И вот, ну, начнут вот типа снюс заживал и так далее. Ну, это наоборот, в среде, значит, обыкновенных, так скажем, граждан, обывателей, это наоборот плюсы. Ну, что наш человек там о здоровье не заботится, короче, и так далее. Ну, и потом удивляется, почему он выиграл выборы. По мне, так очень нормальный президент, конкретный. Там понятно, что сейчас вот такая проблема определенная есть, что он спецуставу специальную там не подписывает касаемо украинских беженцев, что там, ну, какие-то проблемы. Но это так, чисто внутриполитическая борьба, потому что страны Европы, они вообще-то, ну, в принципе, заинтересованы в украинских беженцах. То есть тут вопрос стопроцентно однозначный, потому что все страны, где появились украинские беженцы, все получили небольшой, но прирост по ВВП, так скажем. Поэтому никаких, я думаю, что там все утрясется, все подпишут. И даже если не подпишут, то Туск сказал, что мы каким-то образом обойдем это все и, в общем, сделаем так, как надо. В том числе польскому бизнесу, который, в общем-то, выигрывает от дешевой рабочей силы. Так что средний класс польский, так скажем, он очень заинтересован. Потому что если бы не украинские беженцы, ну, приходилось бы, например, ну, сейчас вот, кстати, с Латинской Америки завозят мигрантов сюда, в Польшу. Я такой думаю, ну а что?
Здесь уровень жизни очень высокий стал с 90-х годов. Многие люди, там те же, например, с Украины, которые... Есть тетка, вчера общался, короче, с 89-го года с Украины ездит. И она раньше говорит, что... Ну, она знает, как раньше Польша жила. И это не надо ей вроде там рассказывать и так далее. Она все своими глазами советскими видела, так скажем. Но она просто удивилась, что в Польше в советское время не подарили метро, в то время как в 50-60-е годы там метро везде строили по соцлагерю, по странам Варшавского договора. Ну, такой этот парадную дверь, так скажем, социалистического лагеря совок вот делал, а в Бурятии до 65-го года чуть ли не военное положение было, карточная система. Ну, кто на заводе работал, конечно, там были заводские магазинчики, кто там в военных частях сидел, у них свои магазинчики было, действительно там можно было все купить за рублики советские. А в таких в обыкновенных магазинах в Бурятии, ну как, два вида хлеба, и то с перебоями там продавалось. В общем, ну, короче, житушка очень хреновая была. И там вот, ну, поскольку у военных много было напичкано, там еще ленд-лизовское сало в банках продавалось. Вот 55-го или 65-го года, говорит, стояло. То есть можно было что-то там купить еще с ленд-лизовских запасов, короче. Так что, когда там вот эти вот ватники всякие, там, особенно бурятские, ну, которые хапнули от Советского Союза, пока совок там куда-то денежки, переводные рубли эти, значит, тратил где-то за рубежом, он Бурятия нищая была. Чем не колониализм? Чем буряты не жертвы советского, русского колониализма в то время? Вот, об этом нужно говорить. И, конечно, сейчас вот эти вот всякие там левацкие там девки там начинают про что-то, вот Путин там пи-пи-пи-пи. А что, говорю, это по отношению к бурятам-то эта политика не при Путине началась, она при царях еще началась. Из прямо эксплуататорского, да, когда рухлядь вот эту мягкую буряты таскали даже в тех местах, где этой рухляди не было, да, потом они поняли, ну, цены на мех снизились, потому что умные европейцы начали дома топить, центральное отопление делать, канализации, там, пятое-десятое, короче, работать в области сбережения энергии. Ну, тогда вот эти новые материалы начали использовать для строительства и так далее. В 18-19 веке, в середине. Конечно, спрос на мех пропал. Ну, то есть, зачем, что там это, ну, перед кем понтоваться? Ну, может, евреи, хасиды, вот этот, шапки свои отшивали этим, как его, соболем, ну, чтобы там, ну, как это, чтобы на голове и на пальцах иметь, как говорится, это понт. Да, ну, а Европа, она постепенно от меха отошла, потому что, ну, как бы, уже и неудобно, и уже, в общем-то, понтоваться начали другими вещами. И спрос упал, естественно, и оказалось, что, ну, типа, мало налогов платят. Зерном обложили, заставили по хитрой схеме, короче. Ну, типа, золотишком, серебришком платить налоги надо. Подушевой доход вели. Типа, прогрессивно, я помню, в каком-то учебнике написано было, что Спиранский ввел прогрессивную систему налогообложения, короче. Ну, конечно, вот поэтому... Почему буряты там придумали это, что надо жену там седьмого там колена брать туда-сюда, там, ну, вот эти всякие штучки-байки, а чтобы не размножались. И это тоже действительно, это искусственно была введена система. И действительно, вот, то есть, если у тебя семья много мужиков рождалась, ты же нищий был, потому что за каждого мужичка нужно было налог платить. А налоги собирались раз в 5 лет, это довольно приличная сумма. Ну и, конечно, вот мои предки, например, на этом выехали, короче, вот этих голодранцев, которые, ну, в будущем люмпины-комбедовцы, держали, за них платили, короче, коллективная зависимость была, ну, у них вот недоимки были у этих голодранцев, но налоги выплачивали мои предки, например, ну, или предки других способных, так скажем, бурят выплачивали за вот эту всю банду подопечных, так скажем. И вот на этом большевики сыграли. Что, ну, мол, старые это вот эти
можно и не платить, и все прочее. Я помню, читал там воспоминания какой-то голодранки, которые там... Ну, это у голодранцев одна сказка. Советская власть дала им сапоги, короче. Ну, я вот, например, помню историю своих родственников. Ну, не было такого. Ну, то есть это вот реально, это пропагандистский бред, это уж совсем надо быть совершеннейшими голодранцами, я не знаю, чтобы в регионе, в котором огромное количество скота, кожи, плюс кожи еще и дичи, леса были полные. Это вот после первой, после голодов, вот этих голодомора, которые вонюшки на наших землях организовали. И то есть, если бы не те капиталы, которые были накоплены бурятской нацией за царское время, причем мощными усилиями, сложно было накопить тогда такие капиталы, вот они вывезли. А так бы голодомор случился, и у нас бы сейчас численность была 1050, может, максимум. Да, может быть, и к лучшему было. Но факт такой, что, естественно, что в нашей новой Бурятии мы, конечно, элемент социализма включим, национал-социализма, возможно, даже, как хотите, так и называйте. Там, где будет действительно с детства пропаганда того, чтобы и мужчина рожал детей, и женщины рожали детей. Ну, там, конечно, я там периодически, мне там ТикТок, значит, Твиттер, они подбрасывают всякие там левацкие, там эти всякие психологини этих недоучек, там различного рода, значит, вот эти высказывания, что женщины, ну, китайцы, бац, матку сделали уже. А японцы исследования провели, что два мужичка могут общее потомство иметь, короче, и яйцеклеточку получили даже, то есть эксперимент. С хвоста мужичка крысы сделали яйцеклетку. Значит, егошнюю Y хромосому выкинули, удвоили X хромосому, которая от его мамки досталась, получили яйцеклетку. Все, пошло-поехало, короче, размножение, так скажем. Ну и вот. Бурятия от Енисея до Амура будет государством, в котором первостепенной задачей будет стоять размножение бурятского народа. Сначала программа «Бурятский миллион». Она и сейчас должна быть. Поэтому обращаюсь к всем там чиновникам, значит, всяким диссидентам, борцом с русским миром, люмпенам и комбедовцам. Проводите в жизнь программу «Бурятский миллион», чтобы на территории этнической Бурятии буряты плодились и размножались. Чем фертильная женщина, тем лучше, короче. Больше бурят, меньше вонюшек. Но надо еще по-умному размножаться. То есть надо так, чтобы голодранцев много было, чтобы желали вот это вот грабить награбленное. Грабить награбленное, понимаете? Грабить награбленное. Вонюшки сейчас же они сокращают свою численность. Не размножаются, ну там голодранцы, может быть, всякие девианты, там это, но нам надо именно подготавливать, потому что мы же будем брать все то, что было у нас награблено, у бурят. И мы это все возьмем. И ни один, значит, международный суд ничего не вернет грабителям нашего бурятского народа. Ну, под этими лозунгами тоже можно, конечно, заехать. Ну, это вот там сейчас инфо-цыгане могут, там вот эти всякие Вики Молодаевы и так далее. Ну, они в какое-то другое элевацию ударились такое. А нам нужно вот это действительно большевизм. Вот этот, значит, не такой, как у Витьки Хоржерова, там на все соглашаться и под палкой ходить, короче. А вот такой нормальный, как у Балтахинова в свое время было, там, у Нестора Махно там и так далее. Надо грабить награбленное. То есть там есть ребятки, с которых можно пощипать, они, конечно, там не высвечиваются и так далее. Но, видите, как пропаганда русская действует. Русская пропаганда действует. А вот вы своих грабьте, а мы, мол, своих будем грабить. Я говорю, ну это несоизмеримые просто величины. То есть вот эти вот всякие гепики Хурала там и так далее, они же поднялись-то за счет чего? Ну, ГБшных, да? То есть их же поставили вот многих в 89 году под то, что совок будет разваливаться, и нужно будет колхозы расхитить. Хотя можно было их сохранить,
переоборудовать, перевести в область, например, вот этих агрохолдингов, которые сейчас при Путине восстали, так скажем, да, их датировали огромным количеством, вот этот весь юг так называемой России, да, оккупированные территории черкесов, нагайцев, значит, калмыков, да, вот там, типа житница, путинская. А за счет чего? За счет мощных дотаций, за счет сверх, ну, в общем-то, той же капиталистической эксплуатации, так скажем, вот этих местных людишек. Почему там и цена за жилье низкая, там и буряты туда, ну, из Бурятии там вот эти воднюшки туда перебираются. Ну, они туда перебираются, а там люди-то говно. Я помню, возвращаюсь, я говорю, что ты переехал-то? Я, говорит, там людишки не такие. Какой-то менток там русский. И, ну, я слышал про то, что так катаются, типа там квартиру получают за счет того, что переехал. Ну, блатные такие. Потом, типа, там поживут 3 года, короче, возвращаются, а квартирка вроде как на их собственность. Ну, там, в общем, короче, какие-то махинации такие делают. Но туда залезть в эти программы очень сложно, хотя они есть. Что, типа, ты за 2-3 региона от Бурятии можешь переехать, типа, получить какое-то жилье. Вот многие бурятосы на Сахалин. Я, кстати, тоже в свое время говорил, что бурятосикам нужно на Сахалин, потому что это такое место, где там еще худо-бедно сохранились американские специалисты, английские специалисты, японцы там живут, вот эти нефтянки, короче. Как-то они там, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, 5 лет назад было, так что там целые американские поселки были выстроены вот в американском стиле, так скажем, да, потому что под американских рабочих, ну, чтобы они, так скажем, не отвыкали, так скажем, от жизни в Америке. Да? Ну, понятно, никакой американский специалист, он не поедет и не будет жить в какой-нибудь там клоповнике, да, или какой-нибудь хрущебине, даже там с евроремонтом, условно. Он будет жить в доме, в каком он привык жить, там, 1500-2000 квадратных метров. Ну, так там живут в Америке. Есть, конечно, самые бедные, там, 200-300 квадратов. Ну, те, которые там за рубежом работают, американцы, они живут в нормальных домах, 1500-2000 квадратов. Так, я как-то вот в связи со всякими делами, вчера такой насыщенный день был, 12 часов аж, 14 часов аж работал, ужас, короче. И сейчас уже небольшой грантик писал, не газеповский, к сожалению, еще пока рано туда писать, а тут местное, локальное. Ну, в общем, практически дописал, осталось только там шлифануть. И, откровенно говоря, вылетели все эти события за эту неделю. Напишите-ка, что там приключилось. Ну, что-то там в ООН заявляла, Эстония там. И начал-то я с того, что там Сикорский высказал. Говорит, ну, если в следующий раз какая-нибудь ерунда залетит в Польшу, вы не удивляйтесь, что на Москву что-нибудь упадет, короче. Ну, прямо сказал. Все. И в этом отношении мне такой мем вспомнился. Польша Стронг. И я нынче был же на... Я еще не смонтировал, кстати, хорошо, что я вот вспомнил. Надо смонтировать парад. По-моему, я его не выложил. По-моему, я его все-таки не выложил, короче. Но надо его смонтировать будет, короче. И ну, посмотрите. В общем, техника нормальная, короче. То есть в случае того... Ну, вонючки даже не сунутся, потому что я думаю, что это просто... Польская армия, она как увеличивается в численности, в качестве увеличивается, самое главное. И желающих воевать тоже много, потому что правый президент сейчас. Так что все нормально. Так. Что там? Так. Так, а что такое тут вообще?
Так, дайте-ка мне какую-нибудь тему. Так, что там? Какие-то у меня эти, как его, комментарии странные. Так, о, там агент Моссада что-то пишет, короче. Так, его надо заблокировать. Так. Оба, сейчас, подождите, там у меня очнулся. Его заблокировали. Так, дайте какую-нибудь мне эту тему для разговора, короче. Ну вот я продолжаю там смотреть, как в Америке там эти, ну кого в основном цепляют-то? Это все реально вытянуто вот левацкими СМИ всякими, американскими и так далее. Там действительно, я вот в среду хотел эфир провести, но, к сожалению, там не получилось поболтать с вами нормально. Ну и вот посмотрел, и действительно там Америка, она сейчас вот как рашка для китайских там бандюганов и так далее. То есть они там хоронятся, короче, нелегально живут, поскольку деньги есть. Естественно, что там, ну, до поры до времени там внутри Соединенных Штатов Америки, там, ну, то есть, если на границе тебя не поймали, то там, ну, редкие исключения, когда даже за какие-то преступления тебя могли депортировать. Сейчас администрация Трампа четко выстроила законодательство, указы соответствующие приняли, там, 5-10, короче. И сейчас, подождите, надо будет ответить. Ага. Так, что там у нас в Улан-Удэ? Ну и был я, короче, на там интересной встрече с Кшиштофом Замнуси. Ну, есть такой польский режиссер, он в свое время физиком был. Ну и в 2013 году он был, значит, режиссером-постановщиком в бурятской драме, значит, пьесы, спектакля по пьесе Альбера Камю, короче. Ну и вот я его спросил, вот мы с вами там встречались, короче, в 2013 году. Вот расскажите, как вам, ну, вообще там Бурятия понравилась, там, и типа, короче, как вы работали с бурятскими актерами. Ну, вот он говорит, что там был какой-то набор то ли грантов от Министерства культуры, то ли что ли, что когда каждый театр, типа, может, значит, запросить каких-то режиссеров, которые бы, ну, из определенного списка там или еще что-то вроде, чтобы поставили. Ну и вот вроде как Бурятский театр драмы, он запросил вот постановку, чтобы поставил Кшиштоф Зануси. Ну, там, наверное, был, видимо, список. И, ну, так вскользь сказал, что, конечно, это был типа коммерческий проект, там, тыры-пыры. Ну, он говорит, что у меня времени нет, и он вроде бы как сюда, в Польшу, пригласил там 4 или 5 актеров. Ну, я рассказал такую историю о том, что он, как бы, они к нему приехали, ну, пьесу-то у них, видимо, на руках была, они к нему приехали, и оказалось, что они, ну, вообще, то есть, типа, текста не выучили, там, или еще что-то в этом роде. Ну, он сказал, все, я вас там замыкаю, то ли они у него в доме жили, то ли где-то. Я уж так и не понял, короче. Ну, в общем, их он замкнул, и на третий день, там, значит, 2 молодых актеров сказали, что мы, типа, все выучили текстом и так далее, можно мы погуляем. Где-то взяли велосипеды, уехали, и он где-то живет, здесь есть такой национальный парк, Кампиновский называется, на севере Варшавы, погуглите в интернете, и вот они где-то там потерялись или еще что-то, мне кажется, ну, 2 актеришки там, ну, походу поехали квасить, короче. Ну, и, видимо, там запозднились, или там зубровка в голову дала им, там, может быть, или еще что-то там приключилось, может, там, мало ли там, ну, актеры же, короче, у них там, мало ли какие там приключения, может, нюхнули не того, там где-то. Ну, и он рассказывает о том, что он поехал их искать, там, 5-10, короче, и там то ли пасмурная погода была, то ли дождь, и, в общем, говорит,
поискал их и, в общем, вернулся, и потом оказалась такая ситуация, ну, с его слов, что эти два товарища с утра появляются под дверями, значит, и говорит, что вот, ну, мы там заблудились или еще что-то, заплутали. И, короче, кто-то вышли там на трассу, их подвезли до центра Варшавы. Ну и вроде они как бы забыли у пана спросить, по какому он адресу живет. Я говорю, ну вот, как это? Степняки потерялись, короче. Не может быть такая ситуация. Наверное, это все-таки обуреченные китайцы. А если бы евенки были, так привет. Там, нашли бы вообще без проблем. Ну вот, ну и проблема такая была, что вроде как они спрашивали там таксистов, где живет Зануси там и так далее. И вот какой-то таксист, он, короче, да, говорит, он когда-то кого-то возил, какую-то актрису или кого-то, вот, и в разговоре он помнит, что там вот в том околотке где-то Зануси живет, короче. Вот он их привез. И он спросил, а сколько же вам таксистов пришлось переспрашивать, короче. Ну, он говорит, больше, после 200 они, типа, перестали считать, короче. Ну, он рассказывал очень интересно там, и вот вскользь там упомянул о том, что, оказывается, я этого не знал, что в Бурятском драматическом театре постановку на бурятском языке можно проводить только после чуть ли не 2 недель того, как премьера будет на русском. А я что-то никогда такого не замечал. Я думал, что ну, это просто так на русском, там, чтобы ну, Ванюшки понимали, которые ходят, там, или дети всякие там, и так далее. А оказывается, это такое требование русификаторское. Напишите в комментариях любителей бурятской драмы. Подтвердите требования всяких министерств культуры там, и так далее, чтобы буряты в Бурятском драматическом театре на русском языке сначала наперед приводили. Короче. Ну, это так Зануси сказал. Я не думаю, что он это выдумал. Я думаю, что он просто обнажил то, что там имело место. Но 86 лет, трезвый ум. В общем-то, понятно, что это не 12 лет назад Зануси там крепкий был, я помню. Там, у нас один товарищ там тоже, который здесь в Польше учился, Аюра зовут. В Дегеле бурятском, в Дели был. Значит, ну, Кшиштоф, он же этот, видит фактурное лицо, говорит, ну, приглашает. А у него есть такая практика, там, даже вот сидели поляки, слушали. И он говорит, а помните, я там у вас лет 20 назад, ну, в гостях была, типа, короче. То есть тут интеллигенция, она действительно интеллигенция. То есть, если тебя приглашают там, на обед, там, на ужин и так далее, ну, надо прийти. Не надо там из себя чисто. Я понял, там он застеснялся, наверное, там молодой вроде, да что это. Ну, надо припереться просто. То есть, может, в кино тебя бы сняли. Тут, кстати, был один азиат, короче, этот японец. У него отец в свое время занимался у этого японца, у Седа у него, по-моему, фамилия сейчас. Сейчас на гуглю. Нет. Короче, русский Google нифига не знает. Ну, был японец, короче, и он приехал сюда в Польшу учиться. Видимо, у него жена полька была, и он остался еще в советское время, значит, и был активистом солидарности, короче. Его потом, правда, депортировали, но он там снова вернулся, и, в общем, интересный чувак такой, жизнь у него интересная была, еще папаша занимался Польшей, короче. Интересная тема. Я тут недавно тоже принимал участие в съемках студенческого фильма, и оказалось, что этот студенческий фильм показывали на Экспо Польши в Осаке. В Осаке там какое-то мероприятие было. Так. Ё-моё.
Так я не в Бурятии нахожусь. Так, в Бурятии не знаю, потерял связь с Бурятией. Так. Так. Ну, что-то какие-то боты какие-то ко мне залетели, короче. Валера, напиши, что там, как в Бурятии. Вон тебе этот, как его, какой-нибудь майор с дно спрашивает. Так там экспо длилось, короче, с 13 апреля по 13 октября до сих пор идет, офигеть. Вот лежу. Поланд Экспо Осака. Там целый выстроен. Ничего себе. С пианисткой японской познакомился, кстати. Шопенисткой. Ну, интересно вот так. Ага. Неплохо. Ой, еще какого-то там Люмпина Комбедовца сделали этим, как его, героем. Ну, теперь куда-нибудь пойдет, если не тупой, пойдет, короче, это, в этот, короче, в какую-нибудь академию генштаба, что-нибудь в этом роде, короче, в этом будет. Ой, как он Рэмбо вообще, ё-моё, Рэмбо. Ага, Рэмбо. Ну, нормально, за независимую Бурятию тоже будет бороться. Такие нам нужны персонажи, короче. Я его где-то, кстати, видел. Это, походу, парняга, он участвовал в разгоне наших митингов там в 19 году. Баирова там с машины вытаскивал. Что-то лицо знакомое до боли у персонажа. Так. Так. Ё-моё. Это Хамниган, однако. Ну, вот сейчас читаю какой-то 26 сентября похоронили Владимира Тараева. Однако Хамниган, судя по лицу. Да. Ну, бурятизированные они сейчас. Там же вот какое-то интервью было, короче, что, по-моему, этот Хамбо там что-то, он рассказывал, что ему какая-то женщина жаловалась, что она в детстве так хотела сильно стать буряткой, потому что буряты их сильно там соседние село то ли дискриминировали, то ли еще что-то в этом роде. Хамниган. Ну, да, есть такой, это, как его, встречал. И вот, кстати, наиболее сильные адепты буддизма не буряты никакие, а хамнигане. Хамнигане, венки там, ну, вот, обуряченный элемент, так скажем. И обурятились они, сколько не через даже вот эти вот программы обурячивания, которые в 20-е, 30-е годы было, да, а сколько через отношение к буддизму, потому что, ну, ламы были из Монголии, буряты были на бурятском языке и так далее. Ну, волей-неволей приходилось изучать. Поэтому такая система, короче. Поэтому Хамбуламу бросили, короче, в Алтай там, бороться с белой верой, с национальной верой. И я думаю, что, конечно, буддизм в плане государственной религии нельзя выбирать. Ну, именно той школы, которые вот принадлежат
Хамбулама и так далее, короче. Либо нужно, ну, пурификация, короче, то есть тибетцев приглашать, ну, таких нормальных тибетцев, потому что есть же тибетцы, которые сидят там под компартией в Китае, короче, у них там тоже все на мази. Значит, и сейчас вот царство, ну, как это говорит, многие лета Вансуй Далай-Ламе, короче, чтобы жил вечно, как говорится, 10 тысяч лет. И Далай-Лама же вынес это, что он переродится, прям написал, что он переродится вне Тибета, короче. И там компартия завоняла, говорит, каким образом, типа, понимаете, тонкие материи. А там действительно, ну так и есть, то есть иерарх указывает, потому что там, говорят, двое Далай-лам вообще были найдены в Монголии, короче, ну, будучи монголами, потому что, ну, в свое время предшественник, он сказал, указали просто направление, там, где искать, там, и так далее. Ну, и уж там политически, конечно, выбрали какого-нибудь там монгольского принца, там, 2 раза. Так что было такое. Так. Смотрите, смешная ситуация. Арестован экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин. Ранее осужден за незаконные рубки в Бурятии, короче. Это, видимо, Чепик. Чепик же переехал из Бурятии в Карелию. Я помню, мне карелы там вопрос задавали, что там, что за Чепик, там, кто такой. Я говорю, ну все вам там, говорю, кранты. Чепик сейчас там будет мутки мутить, короче, коррупционные. Ну, это правильно, и он вот этих всех своих, короче, вонюшек, которые с ним вместе на парашютике спускались в Бурятию, там махинации проводили всякие, из-за которых, кстати, были осуждены буряты именно. Они же вот этого Манжуева, помните, был такой Манжуев? Подождите, не Манжуев. Манжуев, по-моему, нет, Манжуев министр, да? Был же такой Манжуев министр. Или не Манжуев, или как у него фамилия? Этот. Манжуев это другой был, это был зампред. Министр финансов, напишите Бурятии. Так, это вот уже Ежова Ванюшку надо аннигилировать. Так. Ванюшку аннигилируем. Не. Все повылетало в сети. Налетов был еще такой. Ну, Налетова-то давно судили, короче, я помню. У него какая-то была, это, как его, я как-то пришел в какой-то ресторанчик, и там сидел Налетов, у него там 10 блюд перед ним было, и он там все же жрал. Вот так вот чуть ли не ел, короче, я думаю, ничего себе, что это у него с головой. Этот... Ну, сейчас какой-то Мадаев Георгий Эдуардович, короче, Министерство финансов. Кто такой вообще? А где предыдущие-то? Почему предыдущих нету? С 22-го года аж возглавляет. Или был он министром экономики, я что-то забыл. Ну, это вот никчемное министерство на самом деле, которое должно быть это... вот он. Подожди, он разве министром сельского хозяйства был? Манзанов, Александр Манзанов. Он разве Минсельхоз разве возглавлял? Что-то думал, что он это как его... Это Манзанов, короче, точно.
Ну вот Манзанов как раз пострадал от этого, от деятельности Чепика, короче. Ну что-то там подписал. Ну и где-то ему сказали, ну там, говорит, вот здесь возьмешь, короче, там на облепихе, по-моему. Ну и в свое же время там Бурятия обладала какими-то сверхогромными посадками вот этой облепихи. И очень хорошее облепиховое масло гнали, почему в Советском Союзе, там 5% или 10% раствор в растительном масле был. Ну вот, и я помню, мне рассказывали о том, что вот эти вот, значит, когда афганская война была, короче, там было много, приезжало прям в Бурятию, говорят, огромными партиями вывозили. Прям с производства вот с этого огромными партиями вывозили, видимо, на продажу, в том числе на Запад там и так далее. С Украины, говорят, возили. Ну, какие-то вот эти очередные совковские мошенничества там. И, по-видимому, вот это вот облепиховое масло, ну, то есть оно датировано все равно. То есть, потому что когда совок распался, можно было, конечно, сохранить, но сложно. Там, прикиньте, там, сколько людей нужно, чтобы все это обрезать, там, чтобы это все росло в наших условиях. Ну и за счет того, что, естественно, что у нас резко континентальный климат, и вообще вот я с Ханхараева или Скандархаева, не помню, у нас преподша была, которая вот этими как раз природными всякими ресурсами занималась здесь, и она говорила, что из-за того, что резко континентальный климат, и в зернах кедра больше масла кедрового, и, значит, и в облепихе там и так далее. Ну, она там как бы и по действующим веществам, по концентрированию, короче, и так далее. Именно по той причине, что все медленно растет, а жир, он в растительных этих, он используется именно для сохранения вот этого эндосперма, которая, ну, в плоде содержится, так скажем, да. И поэтому жира надо больше, чтобы он там прожил какое-то время, чтобы дал всходы, короче. Так. Ну да, сегодня писали, короче, вот Сашка Белый пишет, короче, что там этот муж этой, как ее, Симонянихи помер. Я еще удивился, что он так долго протянул, потому что там, я так понял, были же первые объявления, что он где-то после Нового года окочурился. Ну, там, по-видимому, была просто смерть мозга. И, по-видимому, он настолько блатной, потому что вот это внутривенное кормление, оно, откровенно говоря, не дешевое. То есть, чтобы его такое длительное время кормить через внутренний... Ну, я, может быть, думаю, ему, конечно, какой-то раствор там могли в желудок вливать. Но проблема, я общался вот с людьми, да, вот таких вот овощей, в том, что вот этот катетер, который, допустим, в пищевод вводится, если он не поменен в течение 2-3 дней, там вокруг него начинает ткань отмирать. Ну, или рубцеваться, в общем, короче. То есть, через какое-то время действительно вынужден таких овощей переводить на внутривенное питание, это крайне дорого. Ну, чтобы он вообще, в принципе, существовал. А поскольку мозг-то не работает, короче, ну, там, естественно, угнетается через какое-то время деятельность. Но я думаю, что там просто его довели до такой системы, что он истощился, потерял массу. Ну, и уже организм такой, ну, говорит, все, ну, все, пора, короче, типа. Ну, и крякнул он, естественно, то есть. А может, его убили эти, потому что в русских больницах частенько занимаются убийством вот этих всяких. Ну, он же там какие-то выделения, мыть его там надо и так далее. И вот эти вот санитарки, там, младший вот этот медицинский персонал, они таких овощей не любят, поэтому, в общем-то, раньше почему боролись со смертностью, короче, да, в больницах, боролись в том числе потому, что частенько вот в этой среде эти врачи, медсестры, убийцы, их же регулярно там какую-то поймали, она чуть ли, ну, подозревает, что 600 на тот свет отправила, короче. Представляете? Ну, стариков. Там какие-то вещи делала, короче, а потом как будто бы их спасала. Там. Ну, в общем, это, ну, психотип такой вот у этих персонажей. Поэтому когда мне кто-то там говорил, что вот я там, типа, жена нужна, медсестра, я говорю, ага, конечно,
Никогда, ни в жизнь. Даже врачиху не возьму. Ладно, так. Что-то тут пришло. Оба. Не, я сюда не хожу. Так, сори. Что тут? Так, там. И чё, Валера-то, ты где? Напиши что-нибудь. Где ты сейчас вообще? Чем живешь? Так. Ладно, наверное, надо пора. Все, я уже, кстати, друзья мои, уже время перебираю, там уже следующие, значит, меня товарищи ждут, короче, то есть у меня раньше, если у меня немножко времени больше было, я мог, значит, посидеть в эфире чуть дольше, короче, но сейчас уже, к сожалению, нет, потому что уже следующая передача будет. Так что, дорогие друзья, в общем, продолжаем нашу деятельность, продолжаем работу над созданием правозащитного фонда в Польше, который будет заниматься... Здрасте. Здрасте. Оттуда ехать, это и туда тоже. Мордасте. Это кошмар. Далеко очень. Ну, в общем, пару слов нашим аудио-видеозрителям. Добрый день, зрители аудио и видео. Пару слов на тему чего? Ну, я не знаю, что за этой неделе тебя произошло, что волнует? На этой неделе меня волнует очень хорошо то, что бомбили Новороссийск. Точно, вот я про это хотел То, поговорить. что Да? бомбили со вчера на сегодня Афипский завод нефтеперерабатывающий, остановили его полностью. Ну, я вообще И говорю... плюс Так. Туапсинский. Ага. Поэтому... Ну, да, там напишите, кстати, дорогие сбили друзья. Самолет, который кидал Опа. бомбы на Запорожье. Ага. Су-34 бомбардировщик летел, думал, вообще летел, прям было визуально, люди говорят, было видно, что он ничего не боится. И тут ему как прилетело, вместе с летчиком причем. Не, ну я думаю, что там было, может быть, там же было, что вертолет один перегнал. Может, этот тоже самолет решил перегнать? Не, он бомбу скинул и дальше. Ага. И так я прилетело. что-то читал, что бомбардировщиков-то уже не осталось, короче. Не, ну почему вот эти вот Су-34 немножко есть, а те, которые вот Ту-95, Ту-160, они же не долетают даже до зоны. Ну да, они столкновения. запускают вот эту Поэтому, ракету, да, они систему кидают X, чуть ли не с Каспийского моря. Да, я понял. И, короче, напишите, дорогие друзья, что там, АИ-95, АИ-92 вообще есть, не есть? Есть, значит, цены на бензин. Я разговаривал с Краснодарским краем. Там не сильно, правда, повысились. 72 где-то рубля и 82 примерно так. Ну, считай по евро цена. А вот в Москве плохо, совсем плохо без бензина. Ходите пешком, москвичи. И не просто ходите, а хромайте, готовьтесь. Надо ж... Ну, сейчас такая же тема начнется, когда вот дефицит, помнишь, совок? Да, в 90-е Все годы. накапливать, бочечка там какая-нибудь бензина, потом она Ведерко, взрываться да. начнут, там, короче, ну, вот эта вот вся ерунда начнется, И короче. еще что хорошо. Талоны начнут, спецзаправки, Уже короче, дают. понял? Талоны дают в разных регионах по-разному, от 10 литров до 20 по спецталонам. Ну, Там для скорой помощи, для ментов. Вот так Ну, вот. И ну, еще такого хорошего. Еще хорошего. Ну вот в Крыму очень хорошо там практически бомбят каждый день и тоже очень в общем, сильно. ситуация такая, что победа Украины, она лежит Неизбежно. в уничтожении Черноморского флота. Соответственно, отпадет вот это, знаешь, оправдание Ванюшек, чтобы Ага. Крым держать, короче, Ага. как базу. Не уничтожение, я его поправлю, а до уничтожения. Ну, полностью, да. Да, То есть, да. фактически, вот это все, что у них там плавает, Осталось, короче, вот да, эти все как посудины, говно. Да. все это надо дронами уничтожить, короче. И тактика вообще, на самом Прям деле, показали. тактика такая же, это то же самое, как нацистскую Германию. Да. Англичане вот этими бомбардировщиками. Сейчас это Прям дронами все показали, как делается. этот дрон на воде И идет. до Бурятии долетит, и ударит, и на приборку ударит, и на авиазавод ударит. Сделают, А там у нас ребята. какие самолеты делают?
У нас раньше там делали и Су-25 штурмовики, и Су-24 собирали. У нас был вертолетный завод, там был отдельный вертолетный завод. На авиазаводе сейчас там есть цех, который там собирает вот какую-то модификацию вертолета Ми-8, но моторчики у них были откуда? Да, с Украины. Не просечь, с Украины были. И там вот этот герой Украины, который конструктор, которого сейчас это Директор в заводика. тюряге держат, Да-да-да. да. И он через Малайзию поставлял, там я помню даже в этих пропагандистских бурятских СМИ, там на информполисе там было написано, типа, завозят моторы с Малайзии, малазийского производства, короче, понимаешь, ну, на Малайзия, дурака. кроме чебуреков ничего делать не могут. Не, ну в Малайзии много чего производят на самом деле. Но они производят для Глобальный, себя. глобальный юг и так далее. Там много технологичных производств. Но другое дело, что, понимаешь, они так обстряпали все это время после 2014 года. Потому что ну, война-то началась в 2014 году, понимаешь. И в этом отношении, конечно, я говорю, ну... Еще хорошая новость. Так, еще. Значит, в Москве упал с этажа очередной чиновник. И одного чиновника нашли повешенным. Сейчас забыл, в какой же... Но Причем он висел высоко. Коррупционеры это. Причем, да, я думаю, что тут все вместе. И коррупционеры, и... Ну, концы в воду это путинцы, называется. да. Причем тот, которого повесили, женщина просто пошла в лес, по грибы смотрит, висит. Причем висел высоко, сам так не повесишься. И не влезешь на дерево. А вот, ну, менты сказали, нет, это он сам повесился. Ну, как у нас там, сам себя застрелил 2 раза. Не, ну такое случается. Я где-то даже вот читал про то, что, например, стрелялись еще вот этими пистолетами, Да, которые да. дымный порох там, короче. И мало либо заряжали, либо там как-то эта пуля то ли рикошетила, Не то ли насмерть. просто глушила, да, ну и он повторно себе в башку пускал пуля. То есть, ну, ситуация тут сложная, нам другое важно. Нам нужно информацию собирать, сколько бурятской молодежи ежегодно, ежемесячно, еженедельно совершают самоубийство в Бурятии. Информация засекречена. И бурятское сообщество вообще этого не знает. Короче. Вот поэтому мы делаем фонд, будем собирать информацию вот такого характера, правозащитного как раз. Будем составлять кейс по признанию бурятского народа, подвергшемуся перманентному геноциду с момента завоевания. Оккупации и геноциду. Будем вносить это постановление, значит, от имени нашего фонда в Верховную Раду, для того, чтобы Рада приняла соответствующее постановление. Потому что сейчас я более чем уверен, что Верховная Рада Украины примет соответствующее постановление о взаимодействии с, значит, национальными движениями, пострадавшим от русского колониализма, имперства и всего прочего, короче. Так что, друзья мои, вам там в Бурятии обращаюсь. Сейчас пока никакой информации не шлите. Там карлицы сейчас подскочат, всякие Ну, там Сашки Гармажаповы и так далее. У них утечки, вы сразу сядете. Шлите информацию только бурятским националистам. Пока мы сбор не проводим, сразу предупреждаю. Если кто-то вам будет там стучаться, там, предоставьте для Халтарова сбора, это ментовская провокация, 100%. Пока никакой информации сбор не проводим, но будем. Сайт заведем, сконтактируюсь, значит, с друзьями из Ми-6, они там поделятся возможностью, значит, через систему Тор сливать нам информацию, короче. Желающим, значит, сбросим специальное приложение, может быть, даже специальный телефон пришлем для того, чтобы нам передавать информацию, в том числе и в ЦРУ передавать информацию, и в британскую разведку. Так что, друзья, не расслабляйтесь. Будем в этом направлении работать. Мы не мерзкие карлицы, мы не ханы всея Бурятии. Мы обыкновенные бурятские националисты. Работаем на будущую независимость Бурятии от Енисея до Амура. Почему? Потому что Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Построим независимое, суверенное, демократическое, обязательно демократическое, для американских спонсоров, палец вверх поднял, государство. Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.